Строительство причальной стенки, дорог с твердым покрытием, создание музейного комплекса, а также чувашского и татарского подворья для туристов. Все эти вопросы обсудили на совещании в Козловке, которое провел руководитель региона. Однако главной темой стало переселение жителей города из ветхого жилья. На сегодняшний день в Козловском районе аварийными признаны 27 многоквартирных домов, в которых прописаны почти 450 человек. Помимо этого, встает вопрос и о ремонте сетей теплоснабжения. 70% из них изношены. Перечень работ уже определен, однако возникает еще одна проблема. Нужно ли использовать мощности муниципальной котельной в частном секторе города? Основная часть дохода предприятия приходится на зиму. Летом оно несет убытки. 6 многоквартирных домов, 3 дома как раз они четырехэтажные, 3 дома двухэтажные. Поэтому, думаю, все-таки назрел вопрос по решению здесь либо строительно-блочно-модульной котельной небольшой на как раз данные многоквартирные дома, либо топочных. Но здесь же средства, конечно, потребуются в районе, наверное, 15 миллионов рублей. Говоря о переселении людей из ветхого жилья, глава Чувашии Олег Николаев предложил местной администрации изучить возможности нового закона о комплексном развитии территории. С помощью него для решения этих проблем можно задействовать сразу несколько программ. По словам главы региона, муниципалитет сам должен определить территории для перспективной застройки, в границы которой можно включить и аварийное жилье. Далее мы могли бы с неким инвестором, как это принято говорить, со строительной компанией, проработать вопросы развития этой территории, понятно, за счет застройки новых домов, снесения старых, но при этом, понятно, мы, республика, в том числе, будем реализовывать программу строительства инфраструктурных объектов, таких как дороги, коммунальные сети и так далее, что нам позволит удешевить строящееся жилье, а самое главное сделать совершенно другое пространство, где будут и новые дома, ну и заодно будут решены вопросы переселения ветхого аварийного жилья.